Ей было 17 лет, вот она дочку родила. А мне было уже постарше его. Но с ней мы вообще познакомились, ей было, когда она со мной жить стала, ей было 15 лет. Мне было 17 лет. Мы стали с ней жить вместе. То есть мама моя, я взял маму, нас засватали с ней. Я поехал к родителям, и нас засватали. И мы стали вместе жить с ней. Родилась дочка. Дочка родилась в 17 году. Вот мы с ней жили, потом уехали на съемную квартиру, сами захотели отдельно пожить. И так получилось, что вот забеременела и родилась у меня дочка. А потом куда эта дочка жила? Никуда, она сейчас с нами. Ну, Всё то это есть, время она жила там с вами? где? У этого работодателя? Поначалу да. Самаркин, да? Да, поначалу да, жили там, то есть где-то месяца полтора-два. Месяц мы с ней еще нормально, как семья жили, а потом вот все началось. Ну, знаки внимания стали со стороны Самаркина ей уделяться. Она стала отвечать как-то взаимностью это все. Я стал это замечать. И после я просто, начал узнавать, так, это не так, что у вас с ней, что там это. Ну, как-никак, все равно, надо же узнавать. Ну и так получилось, что я когда подходил к нему, спрашивал, он меня, ты что, мне не доверяешь, я тебе слово мужика даю, у меня с ней ничего нету. Потом просто у супруги взял телефон и в телефоне увидел переписку. Ну и там я уже все сказал. Подошел к ней, с ней поговорил, она сказала, если ты уже всю переписку прочитал, то смысл мне тебе что-то рассказывать. Ну ладно. Она уехала потом до подруги, у подруги жила вместе с детьми. Не до родителей поехала, а до подруги. И подруга ей сколько раз говорила: Алена, не езди туда, для чего ты ездишь туда? Как ей позвонит этот работодатель, она сразу туда же и бежит, моментально. А как же ваш долг перед ним не из-за долга она там? Нет. Она сама ездила к нему. Я там находился, да, то, что я ему должен денег. Но у меня с ним была договоренность. То есть, когда я маме рассказал про свой долг, то, что я вот так, мам, я должен ему денег, мама сказала, поговори с ним, я сейчас в марте, она должна была мать в марте прилететь, продавать дом, и меня сразу забирать в Россию. То есть развестись, и я уезжаю в Россию. Я к нему подошел и объяснил, говорю, Саша, вот так. Типа, мама приезжает в марте, деньги я тебе все отдам. Дом продается, и все, деньги, я тебе долг отдам полностью весь, и я уйду. А какой сумме идет речь? Получается, там 160 тысяч, но там осталась машина, которую он мне купил. Все в долг, чтоб я на поля ездил, там, собирал все. Где тыкву взять, где там морковку взять, такое все для скотины. Он взял мне машину, вот. А машины сейчас это я не видел. Нету этой машины, куда она делась, я не знаю. Вот. Кроме 160 тысяч еще машина? Нет, и вместе с машиной это. Да, вместе с машиной, да. А почему такая сумма? То есть он покупал, да, там, смесь, не смесь, но это все он записывал в счет меня. Когда вот третий ребенок был у жены. Третий ребенок был у жены, а где это? Да, третьего ребенка она родному отцу отдала. То есть у вашей жены есть третий ребенок? Да, самый маленький, да. И она отдала его Родному отцу. почему? Тяжело, как она сказала, ей с 3 детьми. Тяжело. Хорошо. Вы где-то какому-то из телеканалов заявили, что вы видели, как он бил вашу жену. Да, это было. Это не только я видел. Пинал ее, там, по-всячески. Это было так, что типа в шутку, играет он так. В шутку синяки не остаются, правильно? Последний раз было такое, что она вся побитая в синяках была, она даже ходить не могла. У нее все ноги побитые были, голова вся в шишках была. Синяки, да, синяки под глазами были у нее большие. Хорошо, жена тогда была уже не ваша, вы за нее заступаться не собирались. А как же этот ребенок? Вот он бьет, издевается над вашим ребенком. А когда заступаешься, он еще сильнее может ребенку боль причинять. Ничего не понятно. Ну вот смотрите, был такой случай, вот мы ехали, когда ухо сломали, не знаю, кто сломал, как сломали, как в машине можно упасть ребенок и сломать ухо. Это нереально в машине сломать ухо. Там явно удар был, либо еще что-либо. Мы приехали в 3-ю детскую больницу. Сначала в Сокулуке нас зарегистрировали, отправили в 3-ю детскую. Нам выкачали это и отправили домой. Мы уехали. По пути в дороге у меня ребенок на руках уснул, я сидел сзади.
Жена сидела спереди, бывшая жена, и Саша сидел за рулем. И мы ехали. Егор уснул. То есть уже поздно, ну час ночи где-то был. Он уже спать хотел, уснул на руках у меня. Саша, Егор, вставай, типа, хватит спать. Я говорю, Саш, пусть ребенок поспит, устал. И матом на меня, как даешь, даже начал заступаться. Он его в наглую забрал у меня вот прям с рук. Вот так он лежал. Он его поднял, поставил спереди. Вот между сиденьями есть же вот это место. Туда поставил его, и все, он там стоял. Он ему не разрешал спать.